Привет! Этот выпуск и многое другое смотри гораздо раньше в мобильном приложении Easy. Easy — это оператор развлечений, где есть эксклюзивные видеошоу, подкасты, лайв-выступления казахстанских артистов, а еще радио, музыка, сотни фильмов и игр. Ты можешь смотреть контент из любой точки Казахстана. Это абсолютно бесплатно. Скачивай приложение, смотри контент и получай за это бонусы. А потом меняй их на минуты и гигабайты. Подключайся. Приятного просмотра. А Ружан, короче, отругала нас. Давай, расскажи, какая на самом деле. Короче, у нас был кол. Я такая... А я люблю поболтать. А я такая, давайте вот это обсудим, то. А Жена такая, цыц. Стоп. Вы ничего не обсуждаете. Даже не переписывайтесь до подкаста. Даже ничего. Ширин Мусина, директор по продвижению Казахтуризм. Да, или директор по маркетингу. Да, или директор по маркетингу, да, проще говоря. Быстрее. Очень нам интересная тема. Одна из, Одна с которой из, мы хотели бы обсудить. С тобой Ширинкой, обсудить, да. Это туризм. Нам очень интересна твоя экспертность, потому что никто об этом не говорит, и никто ничего не знает вообще, что происходит в туризме Казахстана, внешнем и внутреннем, и куда мы катимся. Ну и насколько нужна нам эта индустрия, да? Нужна, это мягко сказано. У нас, кстати, классная новость произошла. Нас выделили в отдельное министерство. Да, кстати. Да, это супер новость. Объясню почему. Раньше подведомственная организация Министерства культуры и спорта, у которого есть комитет индустрии туризма, у которого есть национальная компания «Казахтуризм». То есть это такая двухступенчатая история. Матрешечка, да. То есть в названии министерства слово «туризм» даже не присутствовало. И это такое вот есть прямое сообщение, есть то, что читается между строк. То есть это то, насколько государство, там, допустим, в том или ином лице, неважно, там, кто это, уделяет внимание той или иной сфере деятельности. Если этого нет названий, то все считывают это как вот культура и спорт у вас там на первом месте, что в целом тоже важно. Но туризм, он у вас как вот по остаточному принципу, условно. Ну и мы, как просто наблюдатели, к этому так и относились. При том, что когда меня спрашивают, у вас Министерство туризма, да, я говорю, нет, у нас Министерство культуры и спорта, и там вот есть вот это, а потом вот есть вот это, и людям немного сложно в этом всем разобраться. Сейчас мы официально Министерство туризма и спорта. Многие, кстати, задаются вопросом, почему спорт вместе с туризмом. На самом деле это достаточно популярная практика, потому что я-то в целом с разными странами общаюсь. Спорт — это практически всегда про международные коммуникации. Это всегда олимпиада, это всегда соревнования, это всегда лицо, это всегда имидж, это всегда что-то вне. Тут есть массовый спорт, тут люди в большинстве своем имеют в виду там массовый спорт. Массовый спорт — это то, что внутри страны, а вот все эти международные вещи, они связаны чаще всего с спортом международным именно. И туризм, он на самом деле про то же самое. Они вот в этом коррелируют, это вкладывание денег в имидж страны для того, чтобы на международном уровне иметь тот или иной там типа ранг. Ну вот условно вот так. А теперь мы Министерство туризма и спорта, мы не ожидали этого, на самом деле никто не ожидал. Мы когда прочитали эту новость, мы такие, что? То есть мы это поднимали в прошлом году, я-то 1,5 года вот работаю в Казахтуризме. В прошлом году, когда у нас была коллегия — это ежегодная встреча всех, кто связан с той или иной деятельностью. Вот мы собираемся и вот в деловом формате обсуждаем все вопросы. Там типа и government, и бизнес, и частники, и вот все присутствуют, и каждый рассказывает, что вообще в целом произошло, обсуждаются все эти вопросы. И там как раз-таки было предложение переименоваться там типа отдельное Министерство туризма. Отдельное Министерство туризма не произошло, конечно, потому что это в целом очень тяжело. Но Министерство туризма и спорта для нас это такая прям вау, у нас прям теперь вы такое как бы существующая индустрия. Если до этого, я знаю тебя, да, давно, и когда ты пришла туда работать, для меня это все как будто бы поменялось. Восприятие туризма, честно тебе скажу, через вот твою призму. Потому что для меня это всегда что-то такое очень государственное, очень бюрократическое, очень, скорее всего, может быть, неэффективное, неинтересное. Да? Вот это было такое абсолютно неправильное отношение. Как только ты туда переходишь, я такая думаю, если Ширинка туда пошла работать, интересно. Ты до этого чем занималась?
Я до этого жила в Алматы и спокойно, классно существовала в этом прекрасном городе. Мне очень сложно сюда прилетать, потому что я всегда боюсь, что я не сяду на рейс обратно. Нереально. Большинство пересадок через Алматы. Алматы, он все-таки хаб больше, чем Астана. Ну, пока еще. И все пересадки, они через Алматы проходят, и всегда я такая в Алматы нахожусь. Все равно на 3-4 часа, там, не знаю, на несколько часов я всегда остаюсь здесь, там, куда-то забегу обязательно. И всегда боюсь, что я не пойду просто на тот рейс. Ну, в смысле, на следующий. На Астану. Да, потому что здесь настолько комфортно, и все равно, ну, вот сколько я здесь, больше 10 лет, наверное, прожила, и тяжело. То есть 10 и 1,5 года это немножко разное. Ты последние 1,5 года ты в Астане. Да. То есть тебя захантили в Астану, да? О, меня захантили, это мягко сказано. Меня, да, прям, я не знаю... Преследовали? Вообще. Нет, не преследовали. Там легко было, потому что я в целом... У меня по плану так и было вообще. Я так и планировала. То есть я работала до этого в агентстве «Рой», а параллельно я работала еще в Visit Алматы вот здесь вот с 2020 по 2022 год. Ну, вот пока не вышло, получается. Я за неделю до выхода в Астане я уволилась там и там. Я как раз-таки стояла у истоков, вот когда я впервые Виза открыла локальное агентство и начала работать. Обычно они работают с сетевыми агентствами, которые там типа самые известные. Они впервые решили пойти на то, чтобы открыть локально, потому что в международке, если ты не понимаешь локальных вещей, которые культурный код страны, тебе очень тяжело коммуницировать. То есть ты можешь адаптировать какие-то вещи, но какие-то вещи, там, допустим, вот как перевод на казахский. Ты можешь перевести на казахский, но если ты не мыслишь на казахском языке, ты по-другому... Ну, то есть ты просто... Это перевод, это калька. В агентстве то же самое. Когда ты ведешь какую-то коммуникацию или сообщение до клиента, твоя самая важная цель вообще донести что-то до другого человека. Если ты не понимаешь, какие у него ценности, тебе это сложно дается. И вот мы начинали там с проекта, который несколько тысяч долларов всего был. Мы проходили все вот эти процедуры. Там все очень-очень серьезно в этом плане. И потом мы очень хорошо разогнались. И когда я уже уходила спокойно, потому что я прям готовилась к тому, что я буду выходить из всего. Что ты пойдешь дальше? 1,5 года. Да. Как это правильно? Госслужба? Это нацкомпания, это квазигаз. Да, это квазигос. Квазигос. Это всегда бюджет государственный? У нас, да. У нас это бюджетируется государственно. Это менее... Там отличается законодательно и прочее. Мы такие чуть более свободные. Чем нацком. Чем гос прям службы, да. Но у нас есть те, кому мы подчиняемся, и вот мы по их правилам тоже должны работать. Но ты не чиновник. Как это правильно? Госслужащий? Мне на самом деле без разницы. Я представитель государства в... Да, вот ты представитель государства, Когда я выезжаю, я представитель, да, в любом случае. Понимаешь? Но не прям вот так, мамочки, нет, это звучит сейчас страшно. Не страшно, в смысле, вот поэтому для меня это очеловечилось. Понятно, что да, там, когда ты близко общаешься, дружишь, и кто-то из твоих друзей начинает работать в тех или иных ведомствах, службах, там, я не знаю, в Акимате, да, или вот в Казахтуризме, то для меня этот сектор очеловечивается. И я такая думаю, если Шарынка там работает, значит, там что-то они делают толковое. Ты, кстати, права, потому что у меня тот же самый момент, когда кто-то нанимает классного специалиста или эксперта в любую компанию, я такая, это знак. Это знак. Значит, у них, значит, они не просто так там сидят и в бюрократии, там, я не знаю, там... Или просто один человек, кто-то решил создать классную команду. Чем ты занимаешься, да? Расскажи. По большей части это делать так, чтобы про Казахстан знали, потому что я, конечно, понимаю, что мы любим Казахстан, мы очень его ценим и все такое. Мы знаем, насколько здесь красиво. Особенно мы это узнали во время пандемии. Мы для себя открыли Мангыстау, потому что до 2020 года я не помню, чтобы так прям активно постили его или активно туда ездили. Бозжыра, вот эти все места. Вот многие места, даже в окрестностях Алматы, все эти места вдруг стали популярны. Но это вот буквально история 3-4 лет. Мы это все понимаем прекрасно, но, допустим, за рубежом у Казахстана есть определенный портрет. Портрет, который вы рисуете им? Нет, который уже сформировался. Да. Как мы выглядим? Да. Во-первых, большая часть о нас ничего не знает. К сожалению, это так, потому что на англоязычном пространстве ты потребляешь информацию на том языке, на котором ты можешь в целом читать. В русскоязычном пространстве нас более-менее
понимают, знают, кто мы, что, примерно что-то, да, окей. А англоязычная аудитория ничего не знает, потому что если вы погуглите на английском языке, вот, потому что Google, он такой, вообще любая поисковая система на том языке, на котором ты вводишь, выдает информацию там, по релевантности, исходя из того, насколько она вообще подходит твоему запросу или не подходит. Ты вводишь на латинице и ты вводишь на кириллице, выходят разные статьи. Потому что индексация, она происходит таким образом, что вот что релевантно твоему запросу, то и выпадает первым, что подходит и вызывает больше отклика. И вот про Казахстан на английском языке было и есть, на самом деле, очень мало информации, которую можно прочитать. Вот ты захочешь, ты не сможешь. А туризм — это такая сфера, это же путешествие. Путешествие — это не то, что ты можешь там каждый... Вот есть люди, допустим, да, окей, которые могут там по 15 раз в год путешествовать. В большинстве своем люди путешествуют в определенный период времени, во время отпусков, которые выпадают там, с мая по хорошо сентябрь включительно, да, и они готовятся... Если 2 раза в год, это nice. Чаще всего это 1 раз в год. Там бывает, что 2 раза в год. И люди выбирают себе следующую страну для путешествия там, типа, от полугода до 2 лет. То есть бывает, что ты посмотришь на какую-то страну, там, типа, у блогера какую-то информацию видишь, ты такой, блин, хочу туда, но не у всех есть возможность такой, все, я хочу туда, я сейчас куплю билет и сейчас полечу. И чаще всего отпуск — это семейная история, почему там, допустим, такие курорты, да, популярные, да, это когда all-inclusive, когда тебе дают по доступной цене классный, качественный отдых, где закрывают потребности тебя как семьи там, и прочее. Казахстан пока еще вряд ли может называться какой-то семейной дестинацией, да, это скорее больше про бизнес-трипс. Вот. Это больше про events, да, которые могут происходить. Какие ивенты мы здесь можем? В Алматы. Ну, это для ближних стран. Для ближних. Да. Это концерты. Или там, допустим, спортивные мероприятия, которые там типа Iron Man. Вот, Алматы-марафон. Алматы-марафон. Да. Или концерты, которые вот у нас могут проходить, потому что сейчас перешли все концерты в Казахстан. Ну да, понятно. Ну да, вот. Когда мы говорим про Казахстан на английском языке, когда ты хочешь спланировать свое путешествие, ты же должен, даже если ты захочешь, там, допустим, или увидишь у блогера, да, или где-то какую-то картинку, такой, о, это в Казахстане, такой, блин, а узнаю-ка я, что там? И ты заходишь, и ты не можешь найти информацию про Казахстан. То есть ее настолько мало, что у тебя вакуум в голове, там, допустим, и ты даже не знаешь, что ожидать. Ты не знаешь вообще, про что это, как это, зачем, почему, с чем как это вообще исправить? связано. Там несколько, на самом деле, есть моментов. Основное — это в целом хотя бы дать любую информацию в статьи, блоги, там, любое то, что хорошо читается на всех travel-платформах, и в целом давать возможность людям хотя бы понимать, что мы, кто мы и что интересного у нас есть. Пока мы воспринимаемся как страна, которая Центральная Азия. Есть у разных стран, кстати, по-разному. Тут нет такого, что наш как страну воспринимает там, с опаской. Да? А с опаской воспринимает по большей части из-за того, что просто не знает. Просто нет информации, да. Но не потому, что это стан. Для кого-то, да, не всегда. То есть в зависимости от региона. Есть еще такой момент, что сейчас вопросы безопасности в целом, вот особенно в период пандемии, они сильно важными стали. То есть безопасность не только там твоего здоровья, а вообще твоя в целом безопасность, насколько там тебя не обворуют. Ну, к нам безопасно ездить туристам? Да, кстати. В целом? Да. Уровень? Да. То есть там таксист тебя в аэропорту, ну ладно, 1 раз киданет. Вот эта история, кстати, у нас сильно внутри подсвечивается, но таксисты, они везде такие. То есть во всем мире. В Стамбуле, также в Штатах, в Европе, в Барселоне ты прилетаешь, ну, если у тебя с собой... Есть же даже этот прикол, если ты вылетел из Барселоны, там, и у тебя все еще с собой есть мобильный телефон, значит, у тебя все хорошо. Атенсионо, пикпокет, помнишь, это же целый тренд. В Европе же вообще страшно стало последнее. Вот это лето, говорят, было просто невыносимым. Они просто выхватывают у тебя, воруют со столиков телефоны и убегают. Но слушай, там и у нас масштабы тогда другие. в этом плане очень спокойно. У нас очень спокойно, то есть ты ходишь по улице, ну, как спокойно, конечно, на разных уровнях по-разному. Да, но если брать в среднем по миру, у нас хорошо. То есть мы даже в рэнкинге безопасности находимся на очень хорошем месте. То есть это достаточно значимая история. То есть нам стоит все-таки развивать вот это направление не семейное, ты как говоришь... У нас и не получится, у нас нет. У нас не получится, ничего нет, для этого. Лучше events. Шоппинг. Да.
Да, ну, шопинг поскольку, потому что, да, если мы говорим про центральноазиатские страны, у нас еще долго, наверное, будет самый большой хороший выбор в плане шопинга на всех уровнях. То есть у нас и местные локальные дизайнеры очень классные, у нас очень доступные цены вот на всех сегментах, от масс-маркета до люкса. У нас правильный сервис, хорошо устроенный, и каждый может закрыть свои потребности. Шопинг у нас действительно очень хороший. Вот. Вопрос только в том, что ты в целом преследуешь. То есть, если ты хочешь приехать сюда только ради шопинга, то вряд ли. Конечно. Да. То есть шопинг это вот там, условно, один день. И, хорошо, 2 дня. Окей. Зачем тогда приезжают сюда туристы? Да, тут так интересно, потому что здесь идет двойная работа. Здесь невозможно будет создать какой-то массовый туризм, пока нет возможности размещать их там, где они будут хотя бы жить. То есть у нас в Алматы, по-моему, насколько я знаю, 22 тысячи койко-мест, да, это один. Это все сегменты? Это вот зарегистрированные, которые есть, да. И вот 22 тысячи, это вот наша вместимость. Ну, хорошо, 50 тысяч наша вместимость. Потому что нам тупо не хватает гостиниц, хостелов. Тупо не хватает, да. Просто вот у нас не хватает, потому что вот ты захочешь, вот у нас 2 события могут параллельно произойти, и отели вот так вот не взлетят и просто не справятся. Да. Ну вот концерт, помните, Димаша Кудайбергена? И даже просто случайно прилетевшие люди, там, я не знаю, в командировку или еще что-то, они не могли нигде разместиться. Потому что все заняли фанаты Димаша. И город. У нас очень активно идет деловой туризм, еще и внутренний деловой туризм. У нас очень много событий в Алматы, очень много событий сейчас проводится в рамках Центральной Азии, вообще русскоговорящей всей аудитории. И все переехали сюда и здесь проводят мероприятия. И тут постоянно заполнен. Если раньше, там, допустим, отели все могли говорить, что у них есть какая-то сезонность, то сейчас этой сезонности нет, потому что постоянно идет заполненность по отелям. И если вы заметили, то у нас стоимость за номер увеличилась за последнее время на 40% минимум. Да. Я не мы-то не знаем. Да, видишь, Алматы, мы же от того, что мы живем в Алмате, мы не допустим, видим всей этой картины. А оказывается... То есть был даже какой-то период, когда отели ставили выше стоимость, и они не снижали ее, хотя там типа условно 2-3 года назад она была на 40% меньше. То есть, допустим, сейчас это стоимость от 70 тысяч, это за хорошую 4. Это не 5 даже. Ну, просто 4. Это вот B2C-шная стоимость. А раньше это было типа 40, около 40, плюс-минус. Ну, вот как-то вот так. Мало того, что дефицит, так еще и все это, конечно же, очень дорого. Ну, потому что, да, спрос рождает предложение. То есть, допустим, вот я была в Китае, там Шератон был, стоит 45 тысяч. Это 5-звездочный, шикарный Шератон. Сутки. Типа с завтраком, и вот 45, или, что-то такое, короче. И то я просто там, типа, вот так вот напрямую забронила через букинг. И все. И я понимаю, что у нас Шератон не столько стоит. Он не стоит столько. У нас Шератон, он вообще другой по стоимости и прочее. Ну, даже я слышала вот этот поселок Сатте возле Кульсая, он за этот период после пандемии, когда открылось все, и все стали как ужаленные ходить по горам, ездить там за город, что этот поселок как бы поднялся очень сильно. Разбогател, да. Ну, то есть там у людей появилась работа, какие-то предприниматели, магазинчики и так далее. Это самое правильное развитие туризма. То есть туризм, он существует для того, чтобы люди зарабатывали на нем. То есть локальные ребята, которые могут предоставлять услуги, сервисы и товары, они должны на этом зарабатывать. Вот самое идеальное развитие как раз у поселка Сатте произошло. Там жители зарабатывают на туризме. То есть у нас же исторически не было такого, что мы зарабатывали на туризме. У нас сколько? 70-80% приносит это та-да-да-дам, нефть. Такие, что? Да. Мы зарабатывали на этом. Это очень тяжело. С нефтяной иглы слезть практически невозможно, поэтому просто, вот, допустим, арабские страны, они уже поняли, что долго на этом не проживут, и они активно в этом... Развивают туризм. Да. То есть у казахстанского туризма есть потенциал, имеется в виду потенциал стать такой кочевой сферой?
В определенном сегменте. Ну, в определенном сегменте, да. Соответственно, то есть не в туризме в целом, а вообще внутри туризма в определенном сегменте. То есть мы пока не сможем закрывать туризм массово. Ну, у нас пока нету таких возможностей, потому что на туризм в целом вот только сейчас начали обращать внимание, ну, в том плане, в котором мы понимаем, должны обращать внимание. Ну, то есть ты говоришь, что туризм может стать одной из сфер, да, индустрии, которая поможет нам слезть с нефтяной иглы. То есть это не основное, как бы будет. Нет, это не основное. Это должно просто разойтись на разные сферы. У каждой страны свой портрет может быть, но у нас всего 20 миллионов. Давайте будем честными. 20 миллионов – это очень мало. Это катастрофически мало, и это нужно... То есть и мы огромная страна. То есть это наш плюс, что мы огромная страна, но это в туризме это минус, потому что это ты не доедешь. Да. Грузия, она же маленькая. В Европе там ты вот... Допустим, вот мы были где, я не помню, в Черногории, кажется, там с одного города во второй город и в третий город. Там вся Черногория, это как наша одна... Ну вот в Алматы это один район. Ну, то есть это настолько разные масштабы, что ехать куда-то там по 5-6 часов, это надо так сильно хотеть туда доехать, и это еще спланировать, то есть у тебя весь отпуск, ты должен 10 дней минимум здесь побыть, чтобы посмотреть и увидеть все то, что ты хотел увидеть. Вот, в Алматы ты прилетаешь, ты тусишь. Ну, это наш, как говорится, естественный образ жизни. Есть. Вот, это за этим и приезжают люди, чтобы пройтись Кто за этим приезжает? Индусов, знаешь, сколько много просто приезжает? Потусить, покататься на Чембулаке. Серьезно? Я думала, все в горы сразу идут. Нет, они ездят туда, потому что оно в целом интересное, потому что это представьте, вот мы разговаривали с разными курортами, которые горнолыжные, и они говорят, вам очень повезло в том плане, что у вас, говорит, вот полчаса, и вы уже там. Да. То есть вы можете остановиться в городе и поехать туда утром, вернуться вечером и тусить, короче, в городе. А нам надо говорить, чтобы туда поехать, нам нужно поселиться в этом городке, снимать там, который просто, уже sold out там за год вперед, и мы, говорит, не можем двинуться, мы все вот так вот живем там, тот же Куршевель, допустим, вот, и ты там же живешь, короче, и ты там же тусуешь, и ты там же спишь, и ты не можешь оттуда выехать, и ты там на 3-4 дня, и все. А здесь ты вот просто 30 минут, и ты уже в горах. И поэтому эта уникальность Алматы как раз-таки в том, что здесь вот именно горы очень близко. Мы, конечно, к этому привыкли, но это невозможно упустить. Ну, то есть это, конечно, ты поедешь в горы, потому что тут что ехать-то, господи. 20. Да нет, даже если брать весь Казахстан, это Мангостау, да, это Боровое. в Астане, там что, Боровое. Это все про природу почему-то. Да, конечно, обязательно. Но это природа, которая организованная должна быть. Это должен быть организованный тур. Это не может быть просто... Вот, допустим, когда мы говорим про природу, она же тоже разная. Есть природа, которая ты живешь там в лесу условно. Это природа. А есть природа, которой доехать еще надо, извините меня. Вот, до которой прям очень долго надо ехать. Там условно 2 часа, это тоже, извините, дорога. И это должен быть организованный туризм, который продается именно через туроператоров. То есть почему важно, чтобы Казахстан развивался именно по вот этой части, потому что впечатления, которые останутся у туриста, который впервые будет у нас в стране, они должны быть положительными. Если он сам попробует это все организовать, у него, маловероятно, что это будет что-то положительное. Да, нужно, чтобы его встречали в аэропорту, вот, чтобы избежать вот первого... то есть там точек контактов очень много. И чтобы вот этот сервис, который есть, когда вот тебя вот так вот взяли в охапочку, вот довезли куда надо, все тебе организовали, обо всем предупредили, все тебе рассказали, это должен быть организованный туризм. Это самое правильное. Здесь все цепочки друг другу взаимодействуют, и они понимают, в какой, куда надо идти, как. И вот эти туроператоры, с которыми мы работаем, и те, кто создают вот этот турпродукт полностью, это как раз-таки то направление, в котором мы можем развиваться очень хорошо. Вот туда надо идти классно. И вот они должны рекламироваться, туроператоры должны рекламироваться, что ты приедешь, и мы тебя тут все упакуем. Я так понимаю, что действительно самостоятельно приехать в Казахстан англоговорящему, даже если... Нет, к нам приезжают. Но все равно тяжеловато. Это по-разному. То есть и к нам те, кто приезжает самостоятельно, они в целом любят этот вот экспириенс, когда что-то пошло не так, они не расстраиваются, они не требуют сервиса, они готовы поспать в палатке. Там. И им как-то, у них в целом ожидания, они не такие. А есть у кого ожидания...
хороший, и это классно, потому что я радуюсь, когда ко мне высокие ожидания. Я такая, супер, я должна соответствовать. Ты еще радуешься, когда сам турист состоятельный. Помнишь, ты говорила, да, минимальный чек? Сколько должен тратить турист в Алмате? Ну, у нас такая ситуация, что количество мест ограничено, где, ну, вот у нас в целом, сколько Жить, мы можем приять. да. Вот у тебя, допустим, есть помещение, оно вот может вместить в себя 200 человек, условно. Ты заходишь, то есть ты туда 500 не сделаешь. Ну, 250 у тебя максимум, и то всем будет некомфортно. И вот тебе нужно сделать так, чтобы каждый из 200 или из 250 дал тебе настолько высокий чек, чтобы у тебя в целом выручка была достаточно. Поэтому мы сейчас работаем не над количеством туристов, вот, потому что все сейчас кичатся вот этой историей, там вот к нам приехало миллионы туристов, там, на-на-на-на-на. Я не хочу, говорю, чтобы у нас было миллионы туристов. Я хочу, чтобы у нас было несколько сотен тысяч, хорошо, там, или несколько, ну, не нужны миллион. Мне, говорю, нужны классный, качественный, с высоким чеком. Вот я хочу таких ребят, которые будут требовать сервис, которые будут платить и готовы платить за это все, и мы сможем их потребность закрывать. Количественно мы не сможем пока закрывать, Да. пока мы всю инфраструктуру не покроем. Но качественно у нас есть возможность какие-то вещи закрыть. Нам не нужна миллионная аудитория. Да, к этому нужно стремиться в любом случае, но это та стратегия, которую мы выбрали. Не фокусироваться не на количестве, а на качестве. В Казахстан, оказывается, приезжают в том числе со секс-туризмом. Мы с этим Можешь боремся. А почему бороться, если это приносит деньги? Подождите, Или как откуда это? такая Ой. информация? Есть. Да, это, да. Да? Да? Да. Казахстан привлекателен еще и секс-туризмом? Это, Расскажи-ка, что это вообще? это наши патриархальные ценности, которые имеют вот такой симптом в том числе. У нас очень красивые девочки, очень, ну, как секс-туризм. Ну, он, конечно, всегда по-разному, но это всегда две стороны. То есть есть потребители, есть те, кто дают продукты, есть потребители. Мгм. То есть потребители идут туда, где хороший продукт за там, низкую стоимость, условно. Это есть, да, но это не то, где мы хотели бы, наверное, в целом. Ну, и понятное дело, что, ну, я не знаю, правильно говорить, так неправильно, зарабатывать деньги просто, чтобы зарабатывать деньги, потому что не совсем корректная история. И когда я говорила про качество, я не имела в виду. Ты не про это Да. имела. Да, ценности, которые мы транслируем, там прочее, мы работаем внутри этого всего, просто мы не можем, допустим, какие-то. Если это не делается в открытую, нагло, там, вот, конечно. допустим, вот так, то мы, как госорган, мы не имеем права просто подойти, так нельзя делать, потому что их принимают отели, частный бизнес, их там принимают, там, перевозят частные ребята, и они зарабатывают на этом деньги. Мы такие, нельзя. так Кого вот». их? Туристов. Туристов, которые... Турист допустим, сюда приезжает, приезжают. и он потом идет и покупает услуги. Понятно, что казах-туризм там рядом не ходит, не знает, какие услуги он покупает. Он покупает ресторан, он покупает отель. В том числе он идет и покупает себе... Проститутку. Проститутку, Правильно? да, Мгм. да. Это боди-массажи всякие, это вот эти все салоны. Ну, они есть, я не Они думаю, что об этом это знают первый. и едут. Да. Нет, я знала, что это существует, но я не знала, что это у нас очень развито, оказывается. Ну, не что- очень развито, оно просто есть. И... Ну, это не так, как в Таиланде, конечно, да. То есть ты не в Я Казахстане... не знаю, как в Таиланде. Как в Таиланде? Я не знаю. Ой, Анна, смотри. Нет, серьезно. Я просто не не понимаю знаю. масштаб какой у этого. Я не знаю. Не Нет, как в никак. Таиланде. У нас не как в Таиланде. Мы еще смеялись с нашим другом. Он говорит, а что придумывать вообще какие там стратегии? Просто Я знаю, про какого друга ты объявите легалайз в этой стране, и туристы к вам повалят. И гей-мэридж разрешите. Да, ну то есть Ну и каждый считает, что вот есть какой-то инструмент, который, но это же нужно будет, то есть когда мы говорим про изменения, которые она принесут, мы говорим только про положительные изменения чаще всего, но вот когда ты внедряешь это и даешь этому разрешение на законодательном уровне, то это значит, ты просчитал и негативные риски. А у нас никто негативные риски обычно не просчитывает. У нас Мы есть не умеем авось, это делать, вдруг, да, нормально все будет, что вы? Да, конечно, да, все так делают. А все так не делают. Все просчитывают риски и выбирают. Все думают, что выбирают между хорошим и плохим. Иногда выбирают между плохим и очень плохим. Или да. очень плохим и ужасным. Когда на тебе стоит ответственность, как госпредставитель или госоргана, за тот или иной вопрос, ты просчитываешь все риски. И все равно вы крайние, вас ругают постоянно. Ну, не вас, а имеется в виду
органы? Да. Нет, нас тоже ругают. И вас тоже да, ругают. нас И тоже туризм ругают. тоже. Я понимаю это, но у меня к этому позиция в формате ты отвечаешь на это все, но ты не вступаешь в какую-то полемику. Недавно услышала классную фразу, что вот есть, критика, а есть критика. Чаще всего у нас критика — это слив негативных эмоций. Это не критика. Да. Это не критика, это нужно понимать, что есть разница. Критика — это когда ты просишь, во-первых, оценить твою работу, и этот человек подходит и пытается до тебя донести другую сторону, которую ты не увидел. Или ты не можешь увидеть. Допустим, ты дальтоник, ты не видишь определенный цвет. Или ты, допустим, ты стоишь слева, человек не видит, что происходит справа. Все, вот в этом формате это критика. А у нас критика — это слив негативных эмоций. Вы просто ужасные такие. Просто слив, да. И когда вот я вижу, есть неадекватные ребята, которые просто делают слив негативных эмоций, и там сложно что-то доказать, потому что тебя не услышат, у них нет цели тебя услышать. И это одна история. Но когда я вижу, что человек адекватно что-то доносит и пытается мне подсказать, я не знаю, что на самом деле происходит, и я не в курсе вообще всего вашего контекста, но я вижу вот это, там вообще как я могу в этом всем взаимодействовать, подскажите, если это уместно. Вот когда вот так подходит, я говорю, все, Настя, пошли. Это разные категории людей, и у меня, допустим, очень ограниченное количество ресурсов. Вот как к себе, так я очень жадная на время, на ресурсы, на внимание. Я всегда говорю нет сначала, а потом, такая, если это стоит, то окей. И когда у меня стоит возможность, у меня есть 24 часа в сутки, из которых 8-9 часов уходит на сон. Вот у меня остается плюс-минус какое-то определенное количество времени, из которых уходит на вот это, на вот это. И у меня остается там условно 3-4 часа свободного времени. И мне за эти 3-4 часа нужно выжать максимум. Я не могу 3-4 часа слить на безрезультативный эффект, который у меня заберет энергию, мне не даст энергию, и никому от этого не будет хорошо. И в рамках этого тяжело в целом ту критику, которую люди считают критикой, воспринимать как что-то полезное для деятельности. Когда вы вместе работаете командой над решением проблем, это одно. А когда каждый просто хочет на тебя слить это все, я не допускаю такого. Японцы самые желанные туристы. Они очень культурные, они очень корректные, они очень воспитанные, они очень вообще nice, они очень состоятельные, они прям благородные такие. Вот японцев все любят, потому что они такие аккуратные. Казахов тоже все любят, потому что мы деньгами разбрасываемся. Нас как туристов любят? Мы самые желанные. Мы одни из самых... Вот почему, допустим, другие страны ждут казахстанцев, потому что почему ваши туры постоянно, допустим, вы ездите куда-то? Потому что вы являетесь инфлюенсером внутри Казахстана, и чтобы казахи полетели в другую страну, вы должны первыми туда поехать, показать, насколько классно вы являетесь блогерами нашей страны. Уважаемые блогеры, ведите себя прилично. Ведите себя прилично, пожалуйста. Потому что наши казахи себя ведут так. У нас же ты у себя дома ведешь себя как попало, в гостях хорошая тема. Что ты думаешь про то, что после ковида у нас случился бум внутреннего туризма? Я так думаю, может, это и не бум нифига, но как будто бы бум. Во всяком случае, в Алматинской области. И это же ужасно, что люди творят там. Ты видела? Бум на самом деле случился не только в Казахстане. Бум случился везде. Внутренний туризм очень хорошо развит. И это классно, на самом деле, потому что... Это прекрасно, это так круто, и что везде инфраструктура развивается и так далее. Но это же ужасно, что люди творят. Как на Кольсае, на плато Осы. Это же ужасно. Мне почему-то сразу жуткое желание, чтобы нахрен все закрыли опять. И не пускали никого из нас туда. Но у нас же поведение не поменялось, потому что мы на природе. Мы и в городе так себя ведем, получается. Да. Просто в городе за нами убирают. Да. А там за нами не убирают. И что с этим делать? Может, нахер закрыть тогда все и вообще не пускать? Вот вы, когда куда-то едете, вы же за собой убираете? У нас мало, у нас таких людей очень мало. И я это понимаю, когда я приезжаю, вижу горы мусора, и я думаю, господи, получается, что все оставшиеся люди, они все здесь оставляют мусор, да? С этим никак невозможно бороться. Ты бесконечно за ними не уберешь. А природа это что, проглотит и переварит, что ли? Да. Нет. Что делать? Это же национальные парки. В национальных парках должен быть правильный менеджмент в целом. Потому что у города есть менеджмент. Каким бы он ни был, он все равно есть. Хоть как. Он просто
предусмотрен. В национальных парках менеджмент у нас сейчас вот только строится. Допустим, в Штатах национальные парки это целый город. Ну, то есть там вот сколько нужно вот администрации, там столько и работает. Нам нужно, чтобы столько же людей работало в нацпарках. Не 15, 20, 100 человек, как у нас сейчас. Потому что нацпарки принадлежат не казахтуризму, не в смысле туризму, а нацпарки принадлежат Министерству экологии и природных ресурсов. Они не туризм. Ирония. А еще, короче, это находится на территории Алматы и Алматинской области. То есть они подчиняются еще и Акимату, который город ну, то есть это настолько многоступенчатая история. Там просто должен быть менеджмент правильный, хороший, и должно быть наказание. Мы вот очень сильно любим вот Новую Азию, которая сейчас развивается очень классно, да. Какой-то период мы все хотели быть как Сингапур, по-моему. Да, кстати. Да, но у них людей, живущих на их территории, в несколько раз больше, чем у нас. Штрафы. $1500 за выкинутый мусор. Мы коррупционная страна, как ни говори. Есть коррупция разная. Есть коррупция на супер верхнем уровне. Есть коррупция повседневная. Ежедневная коррупция всех людей, которые проживают. У нас на всех уровнях коррупция. К сожалению, у нас сейчас над этим идет какая-то работа, но мы так привыкли, что раньше было, там, не знаю, на дорогах часто такое проходило. С появлением Сергека. Слушай, вот именно я хотела сказать, мы же научились пристегивать ремни. Вспомни, когда мы начинали водить машины, 18 лет, когда нам было, мы все не пристегнутые, гоняли. Это было зашкварно. Это было зашкварно быть пристегнутой. Как только ввели жесткие штрафы, эти видеокамеры. Неотменяемые штрафы без возможности разводить это все на месте. И мы более того, понятно, что я с возрастом еще и стала думать о своей безопасности. Конечно же, я пристегнусь не потому, что я штрафа боюсь, потому что это безопасность моя. Но мне кажется, мы стали чуть лучше водить машины в целом. Так. Сергек вообще в целом поменял это все. Это вот цифровизация в прямом его проявлении и без итерации, без человеческого фактора вот этого. И я верю в это, я верю в штрафы и в отсутствие коррупции. Короче, Сергек устанавливаем во всех парках. Контроль, штрафы и... Видеонаблюдение? Да, конечно. И прям идентифицировали каждого, кто... А вот, пожалуйста, помните историю, да? Чувак оказался каким-то сотрудником культуры или чего-то, и он на камне выбивал имя кого там, своей дочери или что? Здесь еще как раз-таки то, что мы большая страна, это и будет сложностью, потому что проявить инфраструктуру, чтобы поставить туда камеру, и что это все провести вплоть до воды там, и прочего, то, что мы большая страна, для нас минус, потому что, представьте, насколько, если ты бизнес, ты просчитываешь же каждый сантиметр того, куда ты вкладываешь. Да. И если там живет 2,5 человека, извините меня, зачем тебе туда вообще протягивать и в это все вкладывать такое большое количество денег? Если у тебя маленькая страна, то Короче говоря, пока нормально все это наладится в нацпарках, поставится менеджмент, система контроля и наказания, все засрут все, мне кажется. В природу в целом в последнее время, тяжелые такие вещи происходят в природе и будут продолжаться это делать. Поэтому у нас, как у человечества, невысокие шансы это все преодолеть. Мы умрем просто. Земля это переживала 5 раз, по-моему, до нас, и мы будем 6. Да, мы просто умрем. Да. Мы заканчиваем на этом наш подкаст. Ресурсы, конечно, да. Нет, я, главное, так ругаюсь, как будто бы я не часть всей этой системы, да? Да, мы такие же. Такая же часть. Хотя бы, я не знаю, девочки, хотя бы мы проговорили, тему экологии, то, что элементарно вы выехали на природу, возьмите с собой мусорные пакеты, соберите мусор, который вы произвели, и немножечко соберите то, что там было. Не надо ничего не собирать. Хорошо, свой соберите. Да нет, собирайте. Свое хотя бы соберите, пожалуйста. И оставьте пакетик где-нибудь там. Нет, нельзя даже оставлять. В смысле, там же есть баки мусорные. Нет. Лучше забирать с собой. Объясню, почему. Да, в город доехать, довести, потому что вы в горах отдыхали, чтобы с гор спустить, это нужна определенная техника. Если там она не справится, она должна ездить 2 раза. Вы туда добираетесь, 2 часа, туда не все машины могут доехать. То есть здесь тоже есть ограничения. То есть по городу ты можешь поставить, и они будут собирать мусор по определенному графику.
Здесь с собой забирайте все. То есть вот эти мусорные баки, которые стоят на всяких, не надо лучше не использовать. Не использовать. Птицы разнесут, Да. разорвут, Да, ветер, да, и все. И это опять разлетается. Да, и это еще опасно тем, что пожары. И вот представьте, чтобы вот природа вот стала такой, какая есть, Пожары? понадобилось минимум 50 лет, чтобы дерево стало деревом. И вот вы за один день можете это все испортить. Вот вы вы это испортите. Ну, вот, и это не одно дерево, это вот прям полностью все. И для меня вот за это больше обидно, наверное, потому что я очень люблю природу. Для меня это вообще все. И когда вот такое происходит, у меня сердце кровью обливается. Но вот такие вот мы бестолковые. Мы бестолковые. Получается. Да, Абсолютно. бестолковые. Какой турист в этом плане хороший, дисциплинированный, в какой стране, который вот так вот прям осознанно, бережно относится к своей природе? Американский, европейский, японский? Много таких, мне кажется. Тут, короче... Культурально. Да, в каждой стране есть классные ребята. Всегда вот есть какая-то определенная группа людей, которые классные. Они все понимают, они поднимают там острые темы, говорят про экологию. И везде всегда праздно. Просто в большинстве своем есть какая-то превалирующая аудитория и там, не знаю... Мы бестолковы, превалирующие. Как этот... Самые желанные туристы — это вот японцы, я уже проговаривала. Это самые классные, их все любят, их много. Они классные, они культурные, они дисциплинированные, они очень такие саппортив, они интеллигентные, они всегда помогут, они подскажут. То есть прям nice. Это их воспитывают, они вот такие вот стали. И вот для меня это очень клевые ребята. И не знаю, я бы хотела, чтобы все были как они. Как японцы. Да. У европейцев, допустим, очень классный взгляд на мир. У них там, допустим, вот у нас в 60 лет жизнь заканчивается. У них в 60 лет жизнь только начинается. Начинается, Да, конечно. Они начинают путешествовать. Да. У них есть возможности. Арушка, ты какой ты турист? Не Ты знаю. внутренний туризм тоже неплохо постигла? Я прекрасный внутренний турист, потому что я стараюсь... Понятное дело, что я свой мусор там никогда не оставляю, но стараюсь что-нибудь забрать всегда. А я же еще вредная, и мне же надо... Я же не могу Ты об этом промолчать. узнала, что Ты она это вредная? поняла? Да, ты же поняла. Я не могу промолчать. Я начинаю наезжать на людей, которых я вижу, там встречаю, и чуть ли не ругаться. Это правильно. Я тоже считаю, что это правильно. Я помню даже, когда началась эта тема «Киноночь» на Кокжайляу, господи, как они меня бесили страшно. И когда случился первый капец, и там просто оставили мусор, там, я не знаю сколько, 100 человек, которые приехали, они все оставили свой мусор. И мы, помню, ругались с ребятами, компания это все организовывала, да, мы с ними ругались, заставили их подняться туда снова, и чтобы они забрали этот мусор. По-моему, после этого в таком масштабе они уже не проводили киноночь, но все равно это продолжается там. Плато Осы недавно. Плато Осы — это моя боль. Вы за стройку были Кокжайляу, когда обсуждение? Я была против. Я была против. А я за была. Понятно. Нет, мне сейчас понятна логика. Я против, да, была тогда, но сейчас, хотя опять-таки мы засрем и Кокжайляу. Или наоборот не засрем, если он будет цивильный и организованный. Там будет инфраструктура и менеджмент, который будет предоставлять правильный сервис и хорошие услуги на должном уровне. То есть это будет просто организовано. Но недоступно для пешего. Или будет доступно? Нет, у нас всегда всем доступно. У нас даже Шимбулак доступен для пеших. Он точно так же. Ты можешь туда доехать за 500 тенге на маршрутке вот этой эко. И ты можешь доехать на такси, ты можешь доехать на канатке. Хочешь пешком дойти, да, пока тебе еще раз прогулять. 4 варианта я вам назвала. Вот в этом тогда и получается, вот в этом и есть весь смысл, да, если ты хочешь сохранить эту природу, то она должна быть под каким-то менеджментом. Да. А, соответственно, она должна превратиться вот в такой вот, курорт. Я не знаю, я до сих пор не знаю, как к этому вопросу относиться. Да, потому что у меня сразу защитная реакция, что типа там понастроят коттеджи, которые будут как на Чимбулаке же стоят коттеджи бесхозные, вообще никого там нет. Да. Раз в год там кто-то приезжает. И в итоге... Мне кажется, уже прошло это время. Думаешь? Да. Мне кажется, уже прошло время, когда можно вот так вот что-то брать, и об этом никто не узнает. Точно. Там кипиш поднимется сразу, и
по-моему, идеально, чтобы вот... Потому что даже сейчас на Шамбулак вот эти вот коттеджи, вы заметили, да, там строят отели маленькие, бутиковые. Рестораны. Да, Рестораны да, поставили. Кто-то сдает их, короче, Да. под мероприятия. То есть уже даже это меняется. Поэтому... Они уже не стали закрытыми Да, частными. они уже не понимаю. стали. Мне кажется, лучше давать альтернативу, чем... Вот, допустим, если поехать в нацпарки, которые в других странах, ну, то есть всегда по-разному. Но там всегда есть инфраструктура. Совсем без инфраструктуры, но будет вот так вот. Она будет развиваться хоть как, она будет развиваться или хаотично, или под менеджмент. Тут два варианта. Не будет такого, что она не будет развиваться совсем. Нет, просто туда будет идти просто вот так вот, как получится. Авось. Вот как мы любим это делать. А с плато осы что тогда делать? Вот это вот, оно же... Какую инфраструктуру там ставить? Во-первых, там уже стоят эти, как называется... Я, кстати, видела только видео. Ужасно. Ну, мы тоже видели, я тоже И только всё, видела. Я до этого не там была знаю. один раз. Мы вместе с тобой ездили? Я до этого, когда там была, там, понятное дело, валялся мусор, но не в таком количестве, как вот в этот раз. Это да. же ужас. Да. Но это, мне кажется, группа какая-то приехала и вот оставили. Вряд ли это прям повсеместная история, нет? Но они же они все лето туда, представляешь, все выходные туда кто-то ездит и оставляет мусор. Просто пик приходится на эту долбанную, звездную ночь, которая в августе проходит каждый год, и люди просто с ума сходят. С ума сходят реально. И вдруг ведут себя как свиньи. В этот раз они еще уехать не могут. Ну, короче, ладно. Что-то мы так много ругаемся, да? Ну, хорошо же, токсично чуть-чуть, токсично поругаться, Нет, это не покритиковать. токсично ещё. Вот у нас в офисе токсично. Да? Да. Но это классно. Мне кажется, это часть какой-то. Как ты держишься в Астане, молодая девушка? Мне, короче, сулили, что я выйду замуж. Незамужняя, Незамужняя, красивая. без детей. Я так кайфую с этого. Да? Да. Я раньше думала, что я, очень сильно хочу детей и быстрее хочу замуж. Угу. А потом произошел кейс, и я понимаю, что я просто шла под соцожидание, и у меня настолько, меня прям отпустило. И я такая, нет, я боюсь этого, я не готова к этому. Просто, то есть ты никогда не будешь к этому готова, конечно. Мне кажется, это тяжело, очень тяжело. И у нас не все понимают, насколько это тяжело. И поэтому я кайфую вот этого своего состояния. Чем более образованный человек, тем более он Там же есть корреляция даже. боится ответственности. Ну, в смысле, он понимает всю важность родительства и серьезность. А я, знаешь, что слышала? Сказали, что ты готов к ребенку тогда, когда ты понимаешь, что это очень ответственно. Типа вот это и есть твоя готовность. То есть никогда нельзя быть сказать, я готов. Тот, кто говорит, я готов, Да, тем более не готов. Да, тот, кто понимает, насколько это ответственно, это и есть его готовность. Типа вот так вот. А еще, знаешь, есть корреляция между женским образованием, высшим образованием и количеством рождений детей. Чем более женщина образована, тем меньше у нее детей. Да. Ну так вот, как тебе в Астане живется-то? Я 1,5 года живу в Астане. Ничья не тухалка. А соблазн, наверное, большой. Предложений, наверное, выше крыши. Наверное, тебя не просто так назначили. Наслышаны мы про Астану, что там. Да, меня куда только не приписывали. Я, слышала. А в Астане же очень маленький круг людей. И там, тухалки это нормально. Угу. То есть в Алматы это порицается еще каким-то образом. В Астане тухалка — это вот как часть твоей семьи, Да, они все знают, все в курсе, это все нормально. Да, не знаю, тетя, не тетя. Но несмотря на то, что это очень семейный город, именно вот этот вот сам образ жизни немножко другой. То есть там это очень детоцентричный город. Какой? Там детоцентричный. Детоцентричный. Дети. Конечно, там в каждой семье по 4, по 5 Там нет детей. заведения без детской комнаты. Там зайди в любой двор просто вечером, летом, ты охренеешь. Мы вот были в последний раз в Астане, мы во дворе стояли, ждали друзей, и я такая... Господи, я пыталась их посчитать, сколько там велосипедов стоит, там столько детей, боже, там все без конца рожают. Да. А вы знаете, да, что мы 3-й год бьем рекорды по рождаемости? Кто мы? Астана? Казахстан. Казахстан? Да. С 2020 года мы, 500 000 в год рожаем, и каждый год мы бьем предыдущий рекорд. В 2020 году был наш рекорд, потом в 2021 году был наш рекорд, потом в 2022 году был наш рекорд. Вот я жду 2023 год. Ну вот, а вы прицепились к нам с Донарой, когда родите. Да. Прекрасно все там справляется демография, Да. и без нас. И без нас всё прекрасно Но рожаем. больше 60%, по-моему, падает на Южную Казахстанскую Ну, область.
естественно, да. То есть то есть средняя температура такая. Подожди, тебе предлагали быть тукалкой? Задала, да, этот вопрос? Да. Да. Да? Ну, ты, очевидно, отказала, да? Да. Или как вообще? Блин, я не знаю теперь. Мы, если да? что, не Как ты осуждаем. разрулила? Это так тяжело, потому что ты не знаешь в целом, во что это может вылиться. Ну да. То есть все те, кто предлагает, они занимают определенную должность всегда. Это я не про себя говорю, я в целом объясняю ситуацию, что в Астане такая... Да не то, что в Астане, мне кажется, в Казахстане, в Астане, может быть, в частности. Мужчины очень тяжело воспринимают отказ, задевает эго так сильно, что человек может захотеть тебя отомстить. Да. А любой человек, который хочет отомстить, он использует все инструменты, чтобы это сделать. И вот это может тебя обернуться. То есть твоя позиция может тебе обернуться немного с другой стороны. То есть она может повлиять на мою карьеру, там, допустим, или на мой социальный статус, или, там, допустим, на мое окружение. Репутацию, в конце концов. Они могут какой-то фейк запустить про тебя. Да, и в целом вот как-то вот так. В общем, короче, если вдруг мне пришлют какие-то про тебя сплетни, то, скорее всего, это обиженный какой-то твой. Я не знаю, на самом деле, кто что может сказать. Я вижу тех, кто на это согласился, условно, да, и я понимаю, что у них настолько легкая, классная жизнь, то есть им все легче дается. И это мне тоже, на самом деле, все очень легко дается, просто потому что я супер везучая по жизни. Ты работаешь много. Так. Да, не обесценивай свои достижения. Но я в целом Мы очень здесь не в этом обесцениваемся. плане. Ну и везучесть тоже не для нее. Да. Нет, а как ты разрулила-то? Как отказала? Как это делать, если что, вдруг? Ты объясняешь, на самом деле, всю ситуацию со своей стороны. Это не отказ конкретно ему. Дело не в тебе, дело во мне. Да? Я реально поняла эту фразу. Я раньше думала, что когда люди говорят, дело не в тебе, дело в мне, я говорю, какое, Саш, пожалуйста. Паш, вот баран жерине, please. Идешь, знаешь. Да, а сейчас я поняла, дело реально не в тебе, дело во мне. Да. И ты объясняешь, что да, я знаю, я вообще не врубаюсь, что происходит, честно. Возможно, так произошло, потому что... мужчины это делают не потому, что они конкретно тебя хотят сейчас вот взять к себе. Мужчины вообще все люди очень уязвимы. И они это делают... Каждый это делает в течение жизни хотя бы раз точно. Все так делают. Мужик, в смысле? Да, и женщины тоже. Что именно? Уязвимое состояние, когда ты предлагаешь внебрачную связь. Любую. Просто для мужчин это более социально одобряемо, а для женщин менее социально одобряемо. Все мужчины и женщины позволяют себе это делать, потому что ты не можешь всю жизнь жить в каком-то таком классном вайбе. У тебя будут периоды уязвимости, когда тебе нужна будет поддержка, и если твой партнер не может ее тебе предоставить, и это произойдет не раз в жизни, а раз 15, ты 10 раз там, и 14 раз пройдешь это все, да. но на 15 тебя сломает. Это будет просто период жизни. Это период всегда по статистике очень простой. Это вот первые годы брака, это после рождения ребенка, это в период кризиса среднего возраста мужчины, это после 40 лет, это потом в 50 лет. И вот это происходит, это вот я говорю средняя статистика. Это есть еще проблемы, увольнение, там типа горе какое-то в семье, смерть близких. Любой стресс, даже вот свадьба, это стресс для нас. И вот он идет такой, у меня сын женится, пойду-ка я себе тукалку заведу. Люди очень жалкие, уязвимые, социально жаждущие какого-то одобрения. И дело даже не в том, что кто-то тебе что предлагает. Дело в том, что будет период. Просто надо с ним справиться. Или даже если не справишься, ну ладно. Ты же с кому это обращаешься? К мужчине или к женщине? Да, ко всем на самом деле. Будет период, когда ты захочешь себе тукалку. И будет период, да, когда даже тебе предложат. Да? Ты это имеешь в виду? Да, потому что у каждого ты не знаешь, что в жизни у другого человека. Окей, как ты разрулила? Просто объясняешь, как оно есть. Ты не можешь. Не хочешь. Да, не хочешь, не это можешь. Это не входит в твои ценности. Мне да, это не то, что в ценности не входит. Это просто, это портит все. Я хочу там с этим человеком, и там, допустим, иметь долгосрочные отношения. В целом. Дружбу. Я тебя уважаю, я тебя ценю. Кешерный секс все испортит. Это же не просто какой-то с улицы подошел мужик, да, и предлагает. Я к тому, что человек оказался... В большинстве своем все адекватные мужчины, с кем я общаюсь, вообще весь мой круг, самый прекрасный вообще. Я их очень люблю, очень ценю, очень уважаю. Просто
видимо, такой период был у человека, когда он позволил себе Эту слабость. это так сделать. Да. И я не говорю про всех мужчин. Я говорю, что у меня в окружении в большинстве своем вот такие ребята. Они оказались умными, поняли свою, как говорится, ошибку, свою уязвимость. Ты думаешь, он после этого больше никому не предлагал быть токалкой? Я не знаю. Понятия не имею. Но ты просто объясняешь, что этот период нужно пройти, и он закончится, а я хочу с тобой жить в целом, коммуницировать дальше. Я хочу, чтобы ты был моим другом. Потому что в большинстве своем после любых отношений вероятность того, что вы не будете общаться, очень высокая. Конечно. Да, потому что это очень много боли, это близкие отношения, это всегда очень тяжело. А любые близкие отношения, они все равно как-то закончатся, особенно временные, и вы потом можете друг друга послать. Особенно это я не адюльтер в хочу. любом случае. Все. Да, Это я не всегда хочу. плохие отношения. Я не хочу, портить. Оно всегда плохо Я хочу с тобой заканчивается. быть другом надолго. У меня в жизни был случай, когда я тоже вот так вот точно так же Я сказала такая сижу, человеку. думаю, интересно, Дело не в тебе, спросим у Аружан. А предлагали ли тебе, дорогая моя, быть токалкой? Нет, токалкой мне не предлагали, слава богу. Но... Любовница. Да, человек был свободен. А. Я не знаю. Но там было такое, хочешь роль, как бы пойдем. Я к тому, что я точно так же очень мягко, уважительно пыталась объяснить человеку, что я там, начала сразу говорить, что вы что, я вас вообще говорю, уважаю, боготворила на тот момент. Как бы я хочу с вами работать, и я могу, и готова, и так далее. Я говорю, без Это вот только это этого. все испортит только. Да. А на той стороне человек просто вот эти слова, мне кажется, он не понял даже смысл. И меня так невежливо, то есть абсолютно невежливо послали, сказав, что когда придешь домой после съемок 120 серии очередной, вспомнишь меня. Гениального режиссера. Да. Так ты у него никогда и не снялась. Нет, никогда я с ним не работала. Но мне кажется, это должен быть какой-то определенный уровень уверенности, в том числе, чтобы заявить такое в формате, я хочу с тобой в долгую, и ты должна понимать, что это стоит того, чтобы временно эту краткосрочную цель просто перейти. В смысле, этот его косяк, который он ляпнул. Да, каждый по-разному переживает ты ничего не знаешь о жизни другого человека. Никогда. Я не знаю, что у тебя творится, я не знаю, что у тебя творится, я не знаю ни у кого, что творится. Но для меня это никак не оправдывает его поведение абсолютно. Пусть даже он сейчас переживает самые тяжелые времена своей жизни, он не имеет права со мной так разговаривать. Абсолютно. Нет, тем более он никогда не был с сделала. тобой ни другом, да? То есть если у вас какие-то были... Если бы это была сначала хотя бы симпатия какая-нибудь, знаешь, дружба, я работа. ее чувствовала, по отношению к себе. А тут просто прямо, мне, так. знаешь. Я Конечно, думаю, обидно. Да. Если неприятно чувствовать себя просто каким-то мясом. Мне никогда не предлагали. Я не знаю, я не в тех сферах кружусь, в кругах. У тебя контекст другой. Да, у меня контекст другой. У тебя другой контекст. Есть сферы, в которых это более одобряемо или более приемлемо, что ли. А есть сферы, в которых ты просто не попадала. Я просто не там. Я ни в кино, ни в ГОСе. Наверное. Я в своем частном бизнесе. Кто там? И у тебя количество контактов, оно немножко другое. не знаю, если бы ты в Астану переехала, мне кажется, себя там На на расклад части, была бы? да. Она прям обрадовалась, да? Я показала? Ну, конечно, это немножко тешит. Это чуть-чуть тешит, Да. Ой, Я, кстати, тоже такая, ой, прикольно. Это что, я еще? тебя это позабавило тогда? Но это действительно, оно в любом случае присутствует. Ты же испытываешь определенный спектр эмоций, ты не испытываешь только одну эмоцию. Отвращение, в да, секунду. там какое-то. Ты испытываешь спектр эмоций. Шок. Да, один из них, ты такая, о, прикольно. Казак. Да, реально интересно. Вообще жизнь такая интересная, особенно за последние 1,5 года. Нет, слушай, конечно, особенно, мне кажется, еще раз, я хочу подчеркнуть, быть молодой девушкой, незамужней, работать в такой еще очень, мне кажется, в том числе мужской сфере, в такой это все равно госаппарат какой-то. Не знаю, и зная тебя, зная ее изначально, читая твои посты всегда, я тебя знаю уже несколько лет 5, наверное, плюс-минус. И я думаю, как она там? То есть это надо будет, значит, это настолько классная, интересная работа, и, значит, эта сфера такая хорошая, что она туда пошла. Я всегда знала, что нужно выбирать между сферой, которая не только, допустим, в этой стране котируется, Нужно выбирать такую сферу, которая будет востребована везде. То есть ты как профессионал или как эксперт
тебе необходимо понимать это, ну, с учетом того, что ты знаешь какой-то иностранный язык, что ты переедешь в другую страну, ты в целом вот так же будешь, потому что нельзя ограничить себя одной страной. То есть это изначально В любом случае, твои знания в области маркетинга или твои актерские. Да, Вас это прокормят там. Ну, везде по-разному, но вообще да. Давайте пофантазируем. Где бы мы хотели пожить, ладно, за пределами Казахстана? Не знаю, В какой стране мира? честно. А я в Гонконге. Пожить. Пожить в Гонконге. Слушай, Гонконг настолько, говорят, неудобное, Конечно. островное, да? Это остров или полуостров, я забыла? Полуостров. Да. Почему? Там, короче, очень дорого. Почему Гонконг? Ладно, давай. Я знаю, что, допустим, вот последнюю треть своей жизни я буду проводить там, допустим, где хорошая, правильная инфраструктура всей твоей жизни ежедневной. То есть, Врач, допустим, стоматолог, я не знаю, что тебе. Нет, это просто вот, это больше вот такой European style, но я не знаю, как Азия развернется там за следующие 30 лет. Вот, пока вот образ жизни, который мне близок, он больше вот в сторону европейского такого класса. Но мне очень нравится Новая Азия. То есть я в восторге от Новой Азии. Кто это Новая Азия? Новая Азия это как раз-таки вот все то, что развивается. Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Япония и вот это все. Но там, короче, в зависимости от страны, которая более-менее... Я урбанистичный человек. Вот. Я не вот это. Вот я люблю Это ваша сервис, природа. комфорт. Я не умею жить в палатках. Застроим, как Жайляу, да? Я не Дайте умею нам жить пример. там, типа, вот мне тяжело, я не могу такой, мне нужен нормальный матрас, закрытый, вот не пропускающий свет шторы. Блэкауты, да. Да, блэкауты. Мне нужно, чтобы утром была вода кипяченая, чтобы я вкусно позавтракала, правильный сервис, чтобы я классно поужинала, чтобы у меня был тренажерный зал с правильными тренажерами, чтобы там была сауна. Ну, короче, вот мне нужно это, я не могу этого лишиться. Я не вот этот вот, мы пойдем там неделю поживем. Ты видела мое путешествие недельное? Ага. Восточный Казахстан. Я думаю, вот Динара молодец. А ты, Аруш, ты какой? Ты тоже, мне кажется, матрасно Боюсь, диванный. что да. Да. Я так люблю вот это вот я люблю предвкушение поездки, подготовку. Ну, когда мы приезжаем, и Яджик разворачивает палатку, и я такая, я хочу домой. У тебя вот здесь дергается. Да. Мне холодно, мне некомфортно от звуков. А как вы так живете вместе? Да Вы мы же не разом? ходим, я не хожу. Мы, знаете, когда начали встречаться, Ержан мне говорил, это будет твое самое шикарное лето. Я тебя поведу по всем горам. Значит, куда мы сходили? Мы сходили максимум на Кукжеляу один раз, и все. Да. Ездили на Платосы. И Кульсай. Да, Кульсай, там есть как бы гостиница и так далее. На Платосы я среди ночи залезла в машину, потому что было холодно. Короче, я ужасно тоже люблю Как комфорт. вы это решаете? Да никак я не хожу по горам просто. Ты просто бросаешь и такая, пора бед, да? Нет, я вот один раз это вытерпела. После этого я сказала, я не хочу. Он с я ребятами ходит. Да, он в основном с ребятами ходит. Они уходят на несколько дней вот в горы. Они любят классно, вот да? жрать, что попало, знаешь, там дошик какой-нибудь, да. Я люблю это все, оказывается, но я не могу это Из всё. окна, где Да, лежишь да, на кровати, да? да, С да. подушкой. Да. Мне еще подушка нужна определенная. Я с собой То есть я беру прям- подушку Вот. свою. Я У меня Восточный маска Казахстан для взяла, сна да, есть. я взяла с собой Беруши, свою подушку. извините. Я не смогла, я тоже взяла с собой свою подушку, свою вот эту наволочку шелковую. Но я смогла это сделать неделю. Это роуд-трип, это 15 часов в одну сторону. Я горжусь собой, особенно на следующий день после Милана. Меня увезли в Восточный Казахстан. Ну, ВКО, извини. Там, короче, другой вайб. ВКО — это про... Это вообще другое. Короче, есть природа, а есть дзен. А есть Да, ВКО, да. да? Да, а есть ВКО. Да. Вот это ВКО. Это ВКО, оно так, такое. Ты да. туда едешь, короче, и ты... Никто не возвращался с ВКО тем, вот, кем он туда заехал. Однозначно. Поэтому как бы вот это все, мне кажется, все неудобства, которые там были, хотя, в принципе, я ожидала, что будет хуже. Вот так я скажу, да. Я думала, что будет хуже, мне будет сложнее, что туалеты вот эти будут только уличные. Нет, это был только один раз такой туалет. И я туда только один раз ходила, все остальное время это рядом в кустике. Вот. Но все остальное время у нас были домики, туалеты, душ. Поэтому
ожидая худшего, я получила просто какой-то нереальный уровень эмоций. Вот. А к вопросу, где жить я бы хотела, я тоже не знаю. Но что-то, наверное, связано, не знаю, что-то Мне с Лиссабон водой. нравится из Европы. Вот, Гонконг я хотела сказать, это- что мне очень понравилась Португалия, Лиссабон. Вообще. Это такая прекрасная старая Европа. Да. Она такая обшарпанная старая Европа. Мне нравится, что там есть мыс Рока, ты Да, туда заходишь, мыс Рока. и ты в этот момент понимаешь, насколько необъятна вообще планета, да. Вселенная. Это самая краешек точки Европы. Господь, если стоишь. получится туда Континента. поехать, ты должна туда поехать и понять, насколько вот ты ничтожна в этом всем, и насколько тебе прекрасно быть в этой ничтожности. Да. Хорошо. Ничтожество, и тебе от этого еще и прекрасно. Да, это хорошо, ты понимаешь, что вообще никто, и звать тебя никак, и это так прекрасно. Какой вклад мы можем каждый внести посильный, чтобы Казахстан стал привлекательным для туристов? На самом деле я сильный патриот своей страны. Я очень люблю Казахстан, правда, и я не могу просто ругать его. И я такая, окей, что надо сделать? Ты идешь, короче, и пытаешься это решить на всех уровнях. Здесь пробовала, там попробовала. Я поэтому пошла на квазигос, потому что на гос я вряд ли бы сразу могла быть готова идти. Я поэтому пошла, чтобы понимать вообще, как тут решения принимаются. Вот, как это работает. Да, как вообще, что делать надо? Куда обращаться? Кому надо И стучаться? там явно не только Как дураки законы сидят. вообще пишутся? Да. Что от меня требуется? И ты понимаешь, насколько это огромная махина, и насколько тебе тяжело что-то поменять, потому что это и хорошо, потому что очень много людей дают некорректные решения, и вот через этот фильтр, как ситечка, да, все плохое отсыпается. Ну, может, не все, но, по крайней мере, большая часть, какие-то риски, они менеджерятся. И поэтому я бы всем рекомендовала хотя бы поработать в некоммерческих организациях. Понимать на самом деле, Обращайтесь насколько важно вносить вклад и быть полезным не только для себя. А начинать нужно просто следить за своей квартирой, за подъездом, за своим двором. Да. Все. Больше ничего не надо. Просто у вас должно быть чисто, аккуратно, опрятно, как вот вам хочется, чтобы было. Все, больше ничего не надо делать. Не надо пытаться изменить мир, там, идти менять города. Нет, просто чтобы у вас бордюр был правильный. Найдите человека, который отвечает за это, требуйте с него это, если вы ему за это платите на ежемесячной основе. Поговорите, познакомьтесь со своим КСК. Вот. Подружитесь со своими соседями. Видите что-то не так, отругайте за это и попросите сделать. Не надо делать очень много. Чуть-чуть. Просто за своей территорией следить, и все. Сами не мусорите, не выбрасывайте. То есть, как вы хотите видеть идеально, просто соответствуйте этому образу, и все. Слушай, как тебе? Мне очень понравилось. Я не знаю, как Я зрителям будет, но пыталась, нам- я еще понимаю, что это подкаст, что мы должны все втроем общаться, но я хочу просто слушать человека, и все. Потому что у нее, такой, как мы любим с тобой, таких девушек, порядок в голове. Порядок в голове. Все структурировано. На все есть очень глубокий ответ. Да? Слушай, мне вообще интересно было, я не ожидала такой ее ответа по поводу вот этого вот подката к ней. Про тукалку? Да. Да. Я знаю, что она никогда бы на это не подписалась. Понятно, это 100%, да. Она бы это... Но при этом, что она там не сказала, да он придурок, хрен какой-то. Да. Вот у него такой период жизни, где человек оказался очень уязвим. Да, у меня тоже такая первая реакция, типа рвать и метать, Да. и говорить, какого хрена вообще, как вы смеете, и как это все несправедливо. А я послушала, думаю, Да, я такая... хорошо, мы это я тоже подумаю над этим. запишем в ответ. Не все сразу идиот. И вот поэтому я тоже говорю, я вот когда... Как мы любим и привыкли критиковать, да, все, что связано с государством, абсолютно не разбираясь в этом, не понимая, как это работает система. И я сейчас поняла, что я нахер не буду просто так горлопанить. Либо я знакомлюсь с людьми, общаюсь, и которые мне рассказывают, как это работает, а это действительно работает очень сложно. Потому что она правильно говорит, что, Большая страна, большая страна, это которые большие процессы очень такие... очень много рисков. Да, неповоротливые. Неповоротливо, Да. это очень много рисков. И это надо очень аккуратно всегда что-то вот это вот все делать.
Поэтому... Меня еще разрывало, что я хотела поговорить и о личном, Да. и как бы и о работе очень интересно. Ну, тут, конечно, не хватит одного часа. Ай, ну, короче. Хорошая девчонка. Наша.